Вы на канале iNews, Ичкерия News. Начинается 15-й форум свободных государств пост-России. Ждем начала. На этом форуме выступит премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев. Сегодня мы находимся в Бухаресте, это парламентское здание, национальный парламент. Здесь проходит форум свободных народов, 15-й форум. Мы были приглашены сюда организаторами, и я вчера прибыл с Варшавы. За день до этого мы были в Киеве, провели очень плодотворную работу с нашими американскими партнерами, с депутатами Верховной Рады и с другими военными и нашими руководителями наших подразделений, украинских подразделений. Я думаю, что вот это 2 недели, которые мы работали, были очень плодотворны и конструктивные решения были приняты по очень многим вопросам. И по ситуации, которая складывается в Украине сейчас, особенно после избрания Трампа и новой администрации, их политика, их подход к решению многих проблем, не только касаемых Украины и ситуации Украины, но и все, что вокруг Украины складывалось все эти 3 года последние. А в общем, я думаю, что то, что сегодня делает администрация Трампа, она связана с периодом, когда все было сосредоточено на то, чтобы вот Америка, она решает, она ответственный мировой жандарм, и все проблемы решаются только там. И все гарантии и безопасности, и экономические привилегии, и информационные войны должны были вестись под их патронажем. Но сегодня Америка недвусмысленно заявила о том, что раз они являются хозяевами всех этих моментов, они хотят и иметь подотчетность. И вот те работы, которые они начали проводить, я говорю, думаю, они на многом связаны с тем, что до сих пор было не все в порядке в нашем королевстве. Я думаю, что сейчас пора наводить порядок, пора брать на себя ответственность, те, кто обязаны брать и за свое будущее, и за европейский континент. И то, что сегодня самое главное, не только связанное с Украиной, но связанное с Европой, которой частью мы и являемся, и Украина, и Чеченская республика Ичкерия, это главное то, что европейский континент и лидеры европейских стран наконец-то осознали, что нужно обрести субъектность этого континента и быть гарантами стабильности и безопасности, и развития этого региона, и всех тех, кто привязан к этому региону, я имею в виду к Европейскому Союзу. Я думаю, вот форум, который проходит здесь, он тоже напрямую связан и с тем, и те вопросы, которые мы сегодня будем рассматривать касаемо Черноморского бассейна, это очень актуально, потому что Черноморский бассейн со времен царя Гороха считается, Россия как бы владеет этим морем, и из-за этого у нас очень много вопросов, связанных и с безопасностью, и с экономикой, и в первую очередь с политикой, потому что войны, экономика, оно все связано и сопряжено с политическими вопросами. И поэтому свободный Черноморский бассейн от милитаризации и от милитаризованных государств, вот это залог будущего и в экономике, и в политике, и в безопасности очень многих регионов, не только части Европы, но и Средней Азии, и Ближнего Востока, и много-много других регионов. Премьер-министр Чеченской республики Ичкерия Ахмед Закаев четко обозначил задачи
и перспективы будущего в свете современных угроз, современных реалий. Мне нечего добавить. Я желаю настоящему форуму сегодня, чтобы она продуктивно провела свою работу и в очередной раз приблизила народы, свободные народы России действительно подлинной национальной свободе. Итак, дорогие зрители, рядом со мной Роза Дунаева, представитель Чеченской Республики Ичкерия в Австрии. Роза, почему ты посчитала важным приехать сегодня сюда на 15-й форум свободных государств пост-России? Сегодняшняя тема – это Черное море. Этот инструмент Россия использует, чтобы блокировать Украину, и этим она занимается репрессиями и давлением на оккупированные территории. Сегодня здесь собрались со всех республик оккупированных, все народы, все депутаты с парламента Румынии. И сегодня мы будем солидарны друг с другом, и только сплоченность, единость поможет нам победить против фашистской России. Илья, как тебе начало 15-го форума, как тебе размах, помпа, здание и вообще ажиотаж? Я даже не знаю, какой должен быть 16-й форум после этого. Это для организаторов будут трудные времена выбрать что-то адекватное. Да. Я далеко не первый раз здесь, в Бухаресте, в этом замечательном здании. Это, конечно, примечательная история. Это самый большой парламент мира. И, конечно, это настоящий дворец. Какие ожидания от этого именно форума? Наверное, примерно такие же, как от всех остальных. То есть это имеет значение такое образовательное. Рассказывать правительствам и депутатам разных стран мира о том, что вся эта идея про деколонизацию, она не пустая, что есть люди, которые этим занимаются, что это все серьезно и что борьба с империализмом, она не напрасна, что она возможна, потому что, к сожалению, на Западе доминирует идея сдерживания, а сдерживание, ты сдерживаешь сущность, не меняя ее. Здесь собираются те люди, которые хотят ее поменять. И это, на мой взгляд, очень важно, поэтому я каждый раз и стараюсь принять участие. Спасибо огромное, Илья. Я хочу представить вам президента форума свободных государств уже пост-России, известного вам хорошо Олега Маголецкого. Приветствую, Олег. Добрый день. Я не президент, да, и не организация основателей. Я очень рада вас видеть. И очень считаю важным, что сегодня в Румынии, в здании парламента Румынии, который построил один сумасшедший тиран, но это осталось и после него, в стране, которую российская пропаганда и расисты стараются превратить еще в одно свое прокси. Как, к сожалению, им удалось с правительством Венгрии и Словакии. Румыния показывает, что нет. Она не согласна, она превентивно борется с влиянием Кремля и Бейджина и показывает пример, что нужно бороться, можно победить, и мы хотим в этом же ключе расширить взаимодействие с Румынией, показать, что можно не просто не позволять им влиять на выборы, стараться сделать президентом своей страны московскую марионетку, но нужно помогать порабощенным нациям и регионам, пока еще оккупированным Москвой, и поддерживать их, поддерживать те государства, которые Россия оккупировала, как Чеченскую Республику Ичкерия, признать ее и вместе работать над тем, чтобы создать новую архитектуру безопасности как в регионе Черного моря, в общем Интермариума и в общем нашем большом европейском доме. Олег, а как получилось, что с таким размахом проходит этот форум? Не только место в парламенте, но и просто я никогда такого не видела, такого ажиотажа. Мы очень благодарны нашим локальным партнерам. Это Пан-Европа Румыния, более того, это Пан-Европа International, то есть это организация, которая уже 100 лет, которая объединяет все здравые конструктивные силы в Европе, которая понимает риски, угрозы от Москвы, Бейджина и их союзников с Пхеньяна, Тегерана, и что мы должны вместе, несмотря на то, что происходит за океаном, быть с одной стороны, стороны добра, и бороться против колониализма Москвы и в Украине, и в Ичкерии, и не позволить расширить агрессию России на Финляндию, Литву, Латвию, Польшу или любую другую страну, которые сумасшедшие террористы хотят захватить. Спасибо, Олег, поздравляю тебя еще раз, удачи, успехов. Спасибо.